дорогие красавицы мои, все женщины мира, особенно женщины Москвы, женщины России, женщины Ближнего Востока, и женщины Средней Азии, женщины Кавказ. Всех поздравляю вас 8 марта. Но я хочу вам сказать, в семье мусульман каждый день 8 марта, потому что наш Аллах Субхану Тааля приказал нам относиться к женам и к женщинам, любить их, поддержать их, ухаживать за их и дать им лучше. Пророк ﷺ говорит нам, сами лучше из вас, кто лучше относится к жене и лучше относится к семье. Женщина мусульманская всегда она защищена. Когда дочь обязан его родителей воспитать, кормить, ухаживать, воспитать хороший дух, вера и высокий мораль. Когда она жена, когда она должна быть очень уважительная и любимая и ухаживаемая, ислам также, когда женится женщина, она должен муж показывать его способность, показывать его мужественность. И так, который называется, он должен дать подарочный брак, подарок, который некоторые называется как будто неправильно называется этот арабский махр. Но это не покупает женщина. Это показывает, что он уже согласен, он уже способен быть мужчина, способен быть хозяин семьи, способен сохранить женщину, способен воспитать детей. Еще раз поздравляю вас, если Европа только один раз отмечает 8 марта, в исламской семье каждый день 8 марта, каждый день, и женщина в исламе обеспечена как дочь, как жена, как матери. У нас матери в семье, слава Богу, в арабском мире, в мусульманском мире нету домов для пожилых. Все родители ухаживают и держат своих родителей у себя, и они любят их, и кормят их, ухаживают за них больше, чем на себя и больше, чем на своих детей. Аллах Субхану Тааля приказал нам, всем людьми, хоть бы мужчин и женщин, чтобы уважать родителей, особенно матери. Мухаммад сказал, когда ему спросили, кому я обязан прежде всего, Мухаммад ﷺ отвечает, чтобы прежде всего ваша мама. А второй, кому еще второй раз говорит, еще мама. Третий раз еще мама. А на четвертый раз только сказал, ваш отец. Значит, альхамдулиллах, это символ 8 марта должен быть день семья, день матери, день дочь, день сестра, день жена и день матери, день всех. Будьте всегда женщины Российской Федерации и все женщины мира счастливые, красивые, удачные и всегда были обеспечены. И рядом с ним был мужчина, как брат, как отец, как муж, как сын. Еще раз с 8 марта, дорогие красавицы, женщины мира. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие наши уважаемые, милые наши представительницы лучшего, трудолюбивого, самого мирного пола на земле. Хочется пожелания разделить на две части. Первое. Мы здесь приглашаем спикеров, с вами разговариваем. Мы очень хотим, чтобы наша площадка штаба Татар Москвы была для вас реализация, помощь в реализации своего таланта, чтобы вы нашли себя в жизни. Мы понимаем, хорошего здоровья, сладостей, успеха в жизни, все это мы понимаем. Но мы хотим, чтобы вы достигли и достигали постоянно определенных рубежей в учебе, в политике, в личностном росте, чтобы постоянно стремились к чему-то. Наша жизнь с вами зависит от мечты. Какая у нас с вами мечта? И от этого, от мечты, у нас выстраивается вектор нашей жизни. Кто о чем мечтает, кто очень сильно чего-то хочет, тот обычно это получает, прося Всевышнего и самой в своем поведении показывая пример. Поэтому то, что мы с вами общаемся, то, что вы в штабе татар, это накладывает на вас ответственность завышенной мечты, завышенных рубежей достижения, чтобы вы знали, что мы все очень вас любим, в вас очень верим, чтобы вы в жизни всего достигли и не останавливались на достигнутом. А в этих достижениях мы, активисты штаба татар, готовы во всем вам помочь.
Kadrli, güzel hatın kızlarımız. Sizni barıgızny da yaz beyremi 8 mart bilen şın köngülden tebrik etebez. Dünyalarımız imen bolsun. Maturlyk, şatlyk, bähet bilen şuшы matur dünyalarda yaşarga ýasyn barybızga da. Külüp bähetli bolup yaşagyz. Barıgızga da uňuşlar. Beýram bilen sizni. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Уважаемые сестры, матери, я вас поздравляю сердечно на 8 марта. Дай Бог счастья, здоровья, благополучия. В исламе роль женщины очень огромная роль, очень высокая роль играет. Как в Коране об этом есть специальная суратуль Неса, то есть сура женщина. Это сура про восхваление женщину, про роль женщины в жизни человека. Очень высоко оценивается женщина. Поэтому, можно сказать, Господь создал женщину именно для распространения, для продолжения рода человечества. Женщина – это мать. Женщина – это будущее этого планеты. Женщина тот, который все мужчины зависимы от нее. Нет в этом свете мужчина, чтобы именно независимый был от мать, от женщины. Господь, как вы сами знаете, что создал пророка Иса, алейхиссалама, без отцов, но не без мать. У пророка Иса не был отец, но была мать. Без мать нам никуда. Так еще раз поздравляю из искреннего сердца. Дай Бог счастья, здоровья, благополучия и на этом свете, и на том свете. Спасибо вам. Еще раз поздравляю. Дорогие, уважаемые наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным Днем женщин. Желаю всем крепкого здоровья, долгих, счастливых лет. Желаю, чтобы вас все любили вокруг и носили на руках, дарили вам цветы. Всех люблю. Уважаемые женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всего красивого, такого же цветущего, такого же весеннего настроения в жизни, любви, семейного счастья, чтобы женщины всего мира всегда были счастливы. Дорогие дамы, я, как всегда, поздравляю вас с этим знаменательным праздником 8 марта. Желаю каждому по мужу денег, богатства, успеха, детей красивых, чтобы все дети были счастливы, богаты и успешны. Поэтому дай Бог вам всем здоровья и процветания. Я, как всегда, с вами Валентин Малиновский. С огромной радостью хочу поздравить наших прекрасных женщин с Днем женщин. И, наверное, это не очень правильно, когда раз в год мы вспоминаем, что мы женщины, когда мужчины раз в год стоят в очереди за цветами. Тем не менее, как хорошо, что бывает этот праздник раз в год, чтобы мы вспомнили в этот день и не забывали больше никогда, что мы любимые, что мы красивые, что мы вечно творящие, что мы Богородицы, которые рождают детей, что мы даем будущее маленькой семье, большой стране, огромному миру. Дорогие женщины, девочки, девушки, берегите себя, помните о себе. Вы нежные, вы любимые. И чем больше вы будете хранить в себе это тепло, тем больше вы сможете сохранить рядом жизни, душ, потерянных, разбитых, усталых. Мы на самом деле очень много можем, пока мы остаемся настоящими женщинами.